Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Алагоева Виктория Петровна. Много лет я пишу книги для детей и сама их иллюстрирую. У меня выходит 2 серии детских книг. Первая серия называется «Детям о родной земле». В ней вышло 7 книг. Видите, они такие большие, красивые. Иллюстрирую я сама. И еще выходит маленькая серия «Уроки бабушки Туген». Кроме того, я иллюстрирую книги других авторов, как художник-иллюстратор. Сегодня совместно с детско-юношеской библиотекой я проведу для вас краткий урок компьютерной графики. Я много лет работаю в программе CorelDRAW. Она очень хорошая и понятная, простая даже для детей. Сегодня я вам покажу, как можно в ней легко и быстро работать. Я вам покажу свою одну из первых работ, которую я начала еще тогда, больше 20 лет назад. Тогда я еще работала, сначала рисовала тушью, потом все это сканировала и затем обрабатывала. Вот здесь я училась работать в CorelDRAW. Здесь можно увидеть, как много тут объектов, как вот такая сложная работа. Даже вот глазик, допустим, при ближайшем рассмотрении видно, как много здесь объектов. Одна из моих работ, не так давно я это сделала, тоже в одной из своих книг, эта иллюстрация была, Авалокитешвара. Здесь можно увидеть, что у него, если посчитать ручек, их будет ровно 1000. Видите, как много ручек, пальчиков, всевозможных деталей, украшения, ткани. Очень кропотливый, упорный труд. Видите, иногда бывает вот такая работа. Но сегодня мы с вами будем делать работу попроще. Соберем одну иллюстрацию. Здесь я заранее приготовила мальчика, нарисовала его заранее. Вот такой мальчик. В CorelDRAW такие объекты, они похожи на аппликацию. Вот они все вырезаны, детальки вырезаны как будто бы из цветной бумаги. Видите, они все вот так лежат друг на дружке. Сейчас мы с вами нарисуем глазик. Вот рисовать мышкой очень интересно и приятно. Я люблю рисовать именно мышкой. Хотя есть всякие графические там штуки, планшет, но я предпочитаю рисовать так, как я привыкла, мышкой. Вот мы нарисуем сейчас очень быстро и ловко глазик при помощи инструментов, которые у нас есть. Вот. Здесь мы его почти нарисовали. Осталось сделать такой блик, который все оживит. Видите, получился глазик. Сейчас мы его удалим. И нарисуем для зрителей воздушный шар. Большой, красивый воздушный шар. Вы видите, как это просто. Сделаем заливочку. И немножко ему обводочку нужно сделать, чтобы она была более... Сейчас мы сделаем для шарика куртку. Так, и такую же заливку. Так, она немножко великовата. И сделаем ему ниточку. Все, наш шарик готов. Вот. Затем я вам покажу, что в Corel есть очень много заготовок, которые можно использовать
из библиотеки. Допустим, мы возьмем вот эти подарки. Мы сейчас возьмем готовые. Видите, как хорошо можно сделать. И быстро. Кстати, я забыла сделать на шарики блик, который немножко оживит наш шарик, сделает его более выпуклым. Сейчас мы это быстренько поправим. Что не срабатывает с первого раза. Вот, видите, быстро наш мальчик приобрел такие подарки. На следующей картинке, на девочке, мы посмотрим, как можно работать с заливкой. Заливка вообще такая вещь удобная. Здесь можно делать какие угодно ткани, любого цвета. Мы можем взять даже заготовки готовых узоров. Вот видите, какой красивый узор. Или такой, или самый разный. Здесь вот мы возьмем, выберем вот такой. И скопируем это на другие части. Видите, очень удобные инструменты. Затем мы посмотрим следующий рисунок. Я тоже нарисовала заранее маму с ребенком. Здесь мы посмотрим, как можно ее украсить. Когда я собираю книгу, сначала я набираю огромное количество дополнительного материала, всяких заготовок, орнаментов, рисунков. Часто даже у меня лишнее остается. Вот возьмем из такой запасной папки орнамент. Ставим его сюда. И сейчас мы украсим мальчику жилетик. А то он у него простой сильно. Вот она у нас будет такая. Почему-то не срабатывает иногда. Вот. Допустим. Это уже украсила наш жилетик. Мы воспользуемся ластиком. Это как стирательная резинка. И часть рисунка удалим. Получится одна деталька. Тоже красивая, которой можно украсить тоже жилетик. И еще мне хочется сделать ему такие вот пуговки, которые тоже здесь будут совсем не лишние. Вот видите, наш жилетик у малыша стал гораздо красивее. Сейчас мы и маме сделаем юбочку более интересной. Вот мы сюда, куда у нас стал огромный такой, берем и украшаем маме юбочку. А вот, ой, тут не то. Допустим, вот эти орнаменты тут удалим. Оставим побогаче. Побогаче, чтобы она у нас выглядела более нарядной. Видите, все это очень быстро, ловко и удобно. И готово. Выглядит уже красивее. И вот так мы сейчас сделаем комнату, куда соберем всю нашу семью. Эта комната тоже создана довольно быстро при помощи вот такого инструмента, который мы можем чертить как чертеж. Стены я покрасила вот при помощи заливки, как будто бы это обои.
а пол собран из досок, которые залиты градиентной заливкой. Все это довольно быстро. Затем я поместила в эту комнату окошко, чтобы комната была более живой. Это тоже такие слои, как будто бы цветной бумаги, которые положены друг на друга. Видите? Вот эти вот объекты. И если мы посмотрим на детали, можно увидеть тут тоже это. У меня уже с годами собралась большая библиотека изображений, с которой я просто это все беру. Хотя, допустим, эту надпись вряд ли кто-то сможет прочитать. Но вот зато выглядит лучше. Поставим в эту комнату диван и другие предметы, которые делают нашу комнату более веселой и живой, да? Это совсем не лишнее. Допустим, вот эти рисунки или вот эти картиночки в рамочке. Тут, видите, не хватает гвоздиков или кнопочек. Сейчас мы их сюда посадим. Вот. И сюда. И сюда. Вот такая у нас комната красивая. Сюда мы будем... вот еще котенка. Котенка я тоже нарисовала заранее. Видите, она похожа на мою Дусю. Это наш котенок. И поставим сюда Зарикто и всех остальных членов его семьи. Важно их поставить так, чтобы они стояли правильно, не заслоняли, чтобы папа не стоял там, допустим, поверх всех, да, поскольку он должен стоять сзади. Вот. Еще я люблю картинки обрамлять рамочкой, которая придает картинке законченный вид. Видите, с рамочкой все выглядит гораздо лучше. И я вам покажу, как можно работать с текстом. Вот я заранее набрала текст «Энемини Гербула», то есть это мой дом. И сейчас я вам покажу, как можно сделать заголовок. Пишем «Это мой дом». Шрифтов много в Corel. Можно еще самим сюда добавлять шрифты. Это очень удобно. Допустим, мы вот этот объект делаем, чтобы это был не текст, а объекты. Я люблю делать шрифты такими красивыми, жирненькими, с подложкой. Сейчас мы это все сгладим. Вот. И сверху другой шрифт. Видите, выглядит уже гораздо лучше. Можно еще с заливкой поиграть, так чтобы было красивее. Вот таким образом мы с вами создали заголовок. И вообще теперь иллюстрация выглядит законченной. Так что эта программа очень простая, понятная. Мой младший сын начал в ней работать вообще в 3 года. Так что желаю вам, учитесь, пробуйте, творите. Счастья вам и удачи. И до свидания.